Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Поставил ли он точку в отношениях? Возможно ли продолжение? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Поставил ли он, назовите его по имени, точку в наших отношениях? Возможно ли продолжение? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим его отношение к вам. Поставил ли он точку? Возможно ли продолжение? Так, ну что, мои дорогие, вот, да, кто смотрит мои гадания, здесь видно две истории, два пути, и на будущее у вас идет продолжение. Видите? Та ситуация, которая у вас была, есть, она будет исчерпана. У вас здесь пойдет просто перекрытие полное, да, перекроются все дороги и все ваши споры, ссоры, выяснения, боль, обидки, все это перекроется. Это уходит. Уходит навсегда в прошлое и уходит ситуация. Вот смотрите, да, вот видно, здесь вы два человека, которые, вот он смотрит в одну сторону, вы смотрите в другую сторону, между вами просто стена недопонимания. А здесь в будущем, здесь два человека, которые смотрят друг на друга. Вот что, мои дорогие. Что будет происходить? Смотрите. Я просто буду читать вот снизу вверх, да, вот как мне дана картинка. В момент вы как бы оба незрелые, да, то есть у каждого свое восприятие жизни, отношений и, ну, юношеский максималист, скажем так, да, то есть неважно, сколько вам лет, неважно, какой у вас опыт по жизни, ни у вас, ни у вашего партнера. Здесь именно идет такая достаточно жесткая притирка, такая колючая, такая, знаете, вот прям вы друг друга как будто бы такими огромными молотами бьете, причем так прям в лоб. Да? То есть понятно, что каждый человек заслуживает жить так, как ему хочется, уважение 5-10. У каждого, кстати, свое понимание об идеале. Смотрите, вы в руках держите одного человека и одно восприятие жизни. То есть смотрите, вам нужна стабильность, вам нужен человек, который будет вас любить, ухаживать, заботиться. Ну, небо в алмазах покажет. Да? То есть вы ждете такого человека. По крайней мере, даже не так. Вы ждете от своего загаданного именно такого поведения. Он не оправдывает ваши мечты. Он вам кажется нестабильным, несерьезным. Таким, знаете, а-ля шалтай-болтай, да, вам это не нравится. И вы для себя тоже думаете, ну, стоит, не стоит, нужно ли мне наступать на те же грабли. У вас, кстати, по прошлому есть привязка именно к такой ситуации, когда вы желали одного, вам встречался другой, вы, типа, слюбится, стерпится, да, мужчина оправдает все мои мечты, желания, входили в отношения, очень больно разочаровывались и, скажем так, выходили с пустыми руками из этих отношений. Вот. Поэтому вы очень так, знаете, конкретно пытаетесь на него, скажем так, его заставить, да, влезть в костюмчик по вашим лекалам сшитый, по вашим шаблонам, но он в него просто не влазит. Вот такая ситуация. У мужчины другое. Мужчине нужна страсть, мужчине нужна энергия, драйв, кайф, любовь. Ему нужны совсем другие энергетики. Вот он не думает о том, что да, я хочу там жениться, чтобы у меня там куча детишек было, чтобы я там впахивался на 2 работах, всех их обеспечивал, там жена бы у меня там борщ варила, да, и закрутки бы делала. То есть нет, у него вообще другое представление о жизни, и хочется ему, чтобы он там с вами проводил и дни, и ночи на каких-то шелковых простынях, вы и он, куча там, я не знаю, там выпивки, фруктов и какая-то романтичная музыка, и что все было легко, и чтобы вы такая, ой, мой господин, все ваши желания я исполню, только прикажи. То есть вот ему хочется именно такого. И понятно, что он пытается вам навязать свою точку зрения, а вы ему свою, что, дескать, нет, иди работай. А он такой, нет, дескать, давай, иди, там, танец живота мне станцуй. Вы друг друга вообще не слышите, не понимаете, вы абсолютно разные. Вот на сегодняшний момент абсолютно разные. И вам вот прям
вместо того, чтобы искать диалог, пытаться договариваться, обсуждать все, вам проще отвернуться и каждому упереться, да, в свою мечту, в свою надежду и ждать, что вот-вот, да, мой партнер пойдет мне навстречу. Мало того, у вас какая-то еще группа поддержки тут присутствует в виде, я не знаю, там ваших знакомых, подружек, мамы, сестры, бабушки, у кого кто. У него, кстати, тоже вот какое-то комьюнити, где люди... Ну, я не буду говорить, что они там живут прекрасно, фривольно, наоборот. Они все, скажем так, либо жуткие подкаблучники, либо, ну, мужчины с тяжелыми судьбами, так тоже бывает. И они его вот, типа, дескать, не повторяй наших ошибок, тебе же будет тяжело, ты же света Божьего видеть не будешь постоянно на работе, 5-10. То есть у вас есть группа, у него есть группа, между вами как бы общая дорога, но вы ее не видите, каждый ушел в свой угол. То есть вы в состоянии вот, ну да, затянувшаяся пауза, и выхода из этой паузы практически нет. Вот на ваш взгляд, да, вот вы себя спрашиваете, а будет ли? А ответ такой, сомневаюсь, да. Он себя спрашивает, а стоит ли? Тоже очень много сомнений. Но, мои дорогие, я вижу, что у вас, может быть, даже пауза такая затянется, у кого-то даже и на полгода. И будет казаться, что все, вы друг друга навсегда потеряли. Не исключено, что тут отношения у него будут с другими. У вас тоже вот прям поклонник тут нарисовался со своей чашей любви, будет к вам тут подкатывать свои бубенцы. Причем, кстати, у вас не один идет. Не один. У него какая-то, я не знаю, то ли она уже бывшая, либо подруга детства. Ну, в общем, какая-то знакомая дамочка, да. А у вас тут прям два новых идут, прям, причем такие вот прям с любовью. Один помладше, другой постарше. И вы будете думать. Знаете, вы вот поверите, что вы классная, что вас мужчины любят, что за вами мужчины ну, готовы ради вас, да, на какие-то героические даже подвиги и поступки. И, возможно, в самый такой прям момент, когда вы совершенно забудете о своем вот этом загаданном, а у вас такой момент будет, потому что вы будете смотреть, какая вы блистаете, вы окружены вниманием, и смотрите, какую огромную чашу вам предлагают любви. Вы неожиданно встретите своего бывшего. Прям судьба столкнет, прям лбами столкнет. И знаете, вот эти все мужчины, они для вас перестанут существовать. А для него вот эта его дамочка тоже, ну, как, знаете, пшик, ничего. Вы будете смотреть друг на друга, как будто бы в первый раз увидели, но при этом будете чувствовать и любовь, и радость, и счастье, и прям будет переполнять вас эмоции. Это будет что-то невероятное, как будто бы вы, ну, как, не знаю, встречались со своей мечтой. Вот эти ощущения, они настолько сильно вас закрутят, настолько сильно вам прям... Ну, я не знаю, вот тут многие просто уйдут куда-нибудь, уединяться и будут предаваться любви и счастью, понимаете? Вот такой даже момент пойдет. А другие, они просто впадут в такую эйфорию, счастье, радость от встречи с любимым. И если вы не успеете до этого времени там с кем-то там прям съехаться, ну, про брак я не буду говорить, потому что все-таки полгода вышло, но съехаться вы можете с кем-то, то прям такая дилемма встанет, потому что хочу одного, да, живу с другим. Знаете, у вас отношения вот у многих, они будут, причем они будут очень страстные, очень яркие. И знаете, вот мужчина будет делать все, чтобы вы с ним остались. А вы будете думать, у вас как бы у него две ноги, он стоит на двух ногах, у вас одна нога. Вы будете думать, стоит, не стоит, нужно, не нужно. Почему? Потому что вы-то себе цену поймете, вы-то поймете, чему стремитесь, чего хотите. Он, конечно же, может поменяться, но не на 100%. То есть какие-то вещи вас все равно будут смущать. Плюс еще вы такая, знаете, мнительная, вы, ну, навряд ли дадите ему там 5-10 шанс. И вот прям не захотите вы ошибаться. Да, вам будет хорошо с ним, да, у вас там прям страсть с ним случится, но тем не менее, я вижу, что вы вот прям из позиции умного человека, да, с позиции человек, который не сердцем решает, а головой, причем головой очень холодной. Вы будете принимать решение. Решение ваше будет достаточно такое, знаете, ну, наверное, какое-то жесткое. Если честно, ну, вот прям простите меня, да, но я вижу, что вы его, ну, как сексуального партнера вы его будете принимать, а как партнера по жизни, скорее всего, нет. То есть, вот как прям одумаетесь, да, что, ну, не мой ты человек, да, я хочу чего-то другого от жизни, я хочу других отношений. Здесь именно та ситуация, когда девушка, ну, передумает, прямо скажем, да, вы передумаете, вы решите, что вам
это счастье не нужно. Сказать, что мужчина будет разбит, ничего не сказать. Вы такой ему дадите удар под дых, что он долго еще будет от этого отходить. Он вообще, да, изначально даже и не поймет, что вы ему говорите, и не поверит своим ушам, и будет казаться, что это все, ну, как какой-то вот, не знаю, там, какая-то шутка, да, что так быть не может. Но правда будет такова. Я вижу, девочки, что вы от него откажетесь. Сейчас вы у меня в позиции больше как жертва. То есть вам больше от него прилетает. Здесь вы больше страдаете, и по нему страдаете, и к нему хотите, чтобы были вы вместе. Но вы поменяетесь местами, причем так конкретно поменяетесь. Он будет по вам страдать, он будет к вам хотеть. Я вам даже больше скажу, мужчина может еще и преследовать вас какое-то время после этого. Прям как хвостик за вами будет ходить. Прям вот не отстану и все. Будь моя и ничья. Хочешь там, что хочешь, да, что угодно, цветочек аленький, с неба звездочку, полмира обойду. То есть будет предлагать вас, там, искушать, ходить за вами, там, подговаривать, может быть, даже ваших родственников, чтобы они за него заступились. То есть вот этот момент такой проходит. Я вижу, что вот он к вам, а вы от него спинкой идете. Знаете, вам эти отношения, они имеют свойства, они такие лечебные идут, да, чтобы вы стали сильнее, чтобы вы поверили в себя, чтобы вы свою ценность ощутили, потому что вы очень ценная женщина, но слабенькая. На сегодняшний момент вы слабенькая душой. То есть вы можете быть сильной женщиной, вы можете там за себя постоять, все что угодно, но душа у вас ранимая, очень ранимая. Это вот вам прям как такие вот золотые доспехи, наверное, да, чтобы вы защищали свою душу и не, ну, скажем так, сходили, да, в такие крайности, которые у вас были. Вы с этим человеком еще покуражите, понимаете, здесь вообще сердце, да, общая дорога, но еще раз говорю, вы выходите, он-то согласен, он хочет, а вы выйдете, вы скажете: нет, дорогой, нам с тобой не по пути, мы с тобой уже все, что могли, прошли, а дальше пусть каждый строит свою жизнь как хочет, как может, как умеет, да. Вы, конечно, тут его очень сильно пораните, но с другой стороны, сам виноват. Надо было быть более сговорчивым, надо было быть более открытым человеком. Все бы было по-другому. Знаете, он сейчас, на сегодняшний момент, ну такой, он в поисках каких-то легких отношений в серии лайт. Вот то, что ему хочется, вот то, что ему нравится. Ваша пауза на сегодняшний момент, да, вот какая она есть, это пауза, да, она для него, но он не понимает, да, он еще не понял. Он считает, что он освободился, да, что все, ура, свобода, там все там женщины мои, все там, я не знаю, там бары и прочее мое, да, теперь вот я освободился, сбросил бремя, я могу там гулять с друзьями, общаться с женщинами, там перепробовать, да, что я там не попробовал, там экзотику, 5-10. Но вот буквально вот еще пройдет вот месяц, и он так за вас, по вам затоскует, прям на луну будет выйти, говорит: где она, моя любимая, я к ней хочу, она мне нужна, почему мы не вместе. Он будет пытаться с вами связаться, вот прям как хотите, будет пытаться, но тут ситуация такая, что судьба вмешается, и его как будто бы отбросят, да, чтобы он вот пострадал, подумал, и на будущее это ему идет урок. А вам дадут вот этих двух мужичков, которые будут за вами, ну, реально ухаживать, и благодаря им вы себя почувствуете королевной, понимаете? Вот вам дают именно эту ситуацию почувствовать, насколько вы ценная, насколько вы важны, насколько вы можете быть востребованная, да, и что вот то, что он вам там говорил, да, как он вас там ущемлял и прижимал, это все неправда. То есть вы научитесь ценить себя и не стесняться этого, что ли, да. И это поможет вам в будущем, во-первых, стать счастливой, во-вторых, вы будете принимать решения, которые хороши для вас. Не для кого-то, не для чего-то, а именно для вас. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено, даже карандаш выпал. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.